знаете, да, вот мне дали слово, да, можно? Мне кажется, что я вот среди сидящих здесь больше всех за эту отрасль вот беспокоюсь. Вот так мне кажется, знаете, я поработала не 10 лет в этой отрасли, туристическом бизнесе. Но такое, как я испытала в этом году, мне очень трудно передать, вот клянусь. От отчаяния я прибежала даже вот Тимуру Ивановичу, что-то он мне помог, куда-то переключил, подключил. А что происходило? Представляете, напряжение 160-170. Отдыхающих полно, август месяц. Кондиционеры не включаются. 9 этажей, лифты не работают. Что я делаю? Живой свет выключаю и включаю дизель-генератор. А вы представляете, это в час 200 литров. Ну не час же включишь. Ну, в общем, вот такая ситуация, это и у каждого может быть там. Но мы на очень такой плохой станции прилеплены были к этой Аллахадзинской. Сейчас идут там, правда, работы. Но я вот в страхе думаю, что у нас будет тоже. Поэтому я сегодня не собиралась и все-таки приехала сюда. Вот именно вот этот вопрос меня очень интересует. И что я сейчас услышала? Один специалист, самый главный наш специалист, Резу Платонович, говорит, что нужно обязательно реформы и обязательно нужны инвестиции. Следующий наш Аслан, вот не вижу его, да. Аслан говорит, или инвестировать, да, а Замтарий Резу Платонович говорит, инвестиции нужны. Аслан говорит, что вот так стоит так вопрос, инвестиции или же вот государство себе оставляет. Я вот думаю, что он думает, что вот именно государство. Он не сказал об этом, но вот мне так кажется, что он хочет, значит, только за государство. Ну вот, пожалуйста, как-то решите, умные, грамотные, образованные люди, специалисты, чтобы мы тоже уже что-то знали, понимаете, вот между вами не можете договориться. Вот есть программу, человек выдвигает. Я думаю, ее просто нужно, ну, всем как-то показать, рассказать. А у вас, не знаю, есть программа или нет такая какая-то, или реформы какие. Спасибо.